Господи, zmiłuj Боже, чистине грешное измысление Божие, чистине грешное измысление Божие, чистине грешное измысление Божие. Владар небесный, слушание, когда правда, ты всегда присутствуешь, всегда наполняешь, терницы добравшись, подавших, люди поселите у нас, очистить всего благого из Бога, как души наши, славу душу не было, используем доброго лица людей, славу душу не было, используем доброго лица людей, Господи, очни мою устную, 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 совершать холодно. Благословенное владарство Отца и Сына и Святого Духа, теперь завсёды и на веки веков. Господи, покой Господу помолимся. Господи, zmiłuj За супокой извышения избавления душ наших Господу помолимся. Господи, zmiłuj Покой на всем свете, добрый стан святых Божьих церковь, з'єднання всіх Господу помолимся. Господи, zmiłuj За эту святую церковь тых, что с верою, пошаной и страхом Божьим воходят в ее, Господу помолимся. Господи, zmiłuj За святого Отца нашего сусветного бискупа Франтишка, Папу Римского, достойного архипастора нашего кардинала Леонарда, веребного Отца нашего архимандрита Сергея, почестных святоров диаконов, Христе, все духовенство и людей, Господу помолимся. Господи, zmiłuj За Богом стероженную Украину нашу, Беларусь, ратновежный, владу весь белорусский народ, за стойкостью веры, мужностью в пробываниях и верность своему народу всех нас, Господу помолимся. Господи, zmiłuj За этот город, за все города и краины, за верных людей, что живут в ней, Господу помолимся. Господи, zmiłuj За доброе надворье, богатый урожай, плодов земных и за часы спокойные, Господу помолимся. Господи, zmiłuj За подорожников по морю земли, в поветре за недужих тех, что терпят, за зневоленных избавлений их, Господу помолимся. Господи, zmiłuj За слугов Божих Надею, святора Виктора, Ивана, Людмилу, Еву, Ивана, Бориса, Галину, Евгению, Сильвестра, Зинаиду, Кирилла, Петрунелю, Юзефа, Марию, Генуэфу, Язвигу, Галину, Виктора, Адама, Веру, Владимира, Ивана, Владимира, Сергея, Анастасию, за благословенный супокой, и таковым были пробачены все провины вольные и межвольные, Господу помолимся. Господи, zmiłuj Главное выводится от всякого гневу, сумму недостатку, Господу помолимся. Господи, zmiłuj Заступися, жалься, избавы, стерожи нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, zmiłuj Благословенную, святую, всячественную, благословенную, славную владарку нашу Богородицу и заусёды Деву Марию всех святых, сами себе один одного и все житье наше Христу Богу отдаймо. Бо Тебе належится всякая слава, пошана и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и заусёды и на веки веков. Благослови душа моя Господа, благословенный Ты, Господи, благослови душа моя Господа, и все нутро мое, прослави Тебя, святое
стражи нас, Божа, ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Вспомянувши святую, вся чистую и благословенную, славную владарку нашу Богородицу, завсюди Деву Марию, всех святых, сами себе один одного и все життя наше Христу Богу отдаймо. Бо Твоею с державой Твоего владарства и силой, и славой, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсюди и на веки веков. Аминь. Хвали душа моя Господа, празднуй все життя мое, буду хвалить Господа, буду в песнях славить Бога моего, покуль буду жить. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь завсюди и на веки веков. Аминь. Одинородный Сын и Слово Бога, Ты несмертный, для нашего избавления захотел принять тело от Святой Богородицы и завсюди Девы Марии, и не зазнавши измены стався человеком, и был укрыжованный Христе Божий смертью знищивший смерть, будучи одним со Святой Троицы, ровным славой Отцу и Святому Духу звал нас. И еще упокои Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, збави, стяжи нас, Божа, ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Вспомянувши святую, вся чистую и благословенную, славную владарку нашу Богородицу, и завсюди Деву Марию, всех святых, сами себе один одного и все життя наше Христу Богу отдаймо. Но Ты добрый, человеколюбный Бог, и Тебе славу отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюди и на веки веков. Вспомни нас, Господи, счастливые будем духом
Слово справедливое зайцом и духом, от девы народженной для избавления нашего. Восхвалим верные и поклонимся Ему, бо Он захотел добровольно телом узы стена крыш и смерть потерпеть, и воскресить померлых славным воскресением Своим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Ты зашел до пекла спася мой, и храму Его разбурил яко всемогутный, як Творца ты взял померлых собою, и знищил жало смерти, и он от проклятого был вызволен тобою, человека любча. Деля этого и мы все кличем, звал нас Господи. Теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Опекунка христиан бездокорная, ходатайница до Творца незаменная, не погоди молениями грешников, али як добрая, спешно приди на подмогу нам, якие кличем Тебе доверливо, почуй хутко молитвы, отгукнися на просьбы Богородица, надейная заступница Ты, что шануют Тебе. Боги и святый Боже наш, и Тебе слава даем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Святый Боже, святый Божий, святый несмертный, жалься над нами. Святый Боже, святый Божий, святый несмертный, жалься над нами. Святый Боже, святый Божий, святый несмертный, жалься над нами. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Святый несмертный, жалься над нами. Святый Боже, святый Божий, святый несмертный, жалься над нами. Будь молважливее миру сим. И Духу Твоему. Мудрость. Ты, Господи, стережи нас и заховай нас от гэтага роду до веку. Ты, Господи, стережи нас и заховай нас от этого рода до веку. Збав мені, Господи, бо не засталося праведника, нема верних сярод синов людських. Ты, Господи,
Господи, стережи нас и заховай нас от этого рода до веку. Ты, Господи, стережи нас И заховай нас от этого рода до веку. Мудрость. Читание послания апостола Павла до римлянам. Слухаймо вашего. Брати, а поводле даденой нам ласки маем розные дары, коли дар пророцтва, то згодно с верой, коли служение, то для служения, коли хто научає для научання, коли хто заохочує для заохочування, коли хто роздає у простоті серця, коли хто старшинствує, де крупливо, коли хто милує, дих захвотаю. Любов хай буде без криводушності, отворочвайтеся от лиха, пригортайтеся до добра, щиро любите один одного братнею любов'ю, у пошання один одного опереджаючи, у рупності не слабейте, духом палаючи, Господу служачи. У надее будьте радостные, у горы терпливые, у молитве сталые. Берите удел у потребах святых, не забывайтеся про гостинность, благословляйте переследовальников своих, благословляйте, не кляните, и духу твоему. Милосердность Твою буду вечно славить, Господи, правду Твою обещать буду устными моими с поколения в поколение. Я сказал, милосердность творная, как тревать до веку, правда ж Твоя моя непокисную небесную. Встаньте, будем слухать Святое Евангелие, миру сим. Читание Святого Евангелия по воле Матвея. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слухаймо уважливо, у той час увійшов Ісус у лодку і переправився назад і прийшов у свій город. І ось принесли до його спаралізованого, який лежав на постелі. І, убачивши віру їх, Ісус сказав спаралізованому: «Мацуйся, сине, даруються тобі грехи твої». И ось некоторые книжники сказали сами себе: «И он блюзнерить». А Ісус, ведаючи думки їх, сказав: «Навошта ви думаєте лихое у серцах у ваших? Бо что легче сказать: отпускаются тебе грехи, идти сказать: устань и ходи. А якобы вы ведали, что Сын Человечий має владу на земле отпускать грехи, тады каже спарализованному: устань, возьми постель твою и иди в дом твой. И той устав и пошел в дом свой.
Народ жа, убачыўшы гэта, дзіву даваўся і праславіў Бога, які даў такую ўладу людзям. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, сідайте, будь ласка. Дорогие браты и сестры, сегодня мы почули с вами такое, с одного боку, звычайное Евангелие, бо там не было никаких там таких маляўнічых падзеяў, як, например, у минулую неделю, когда Христос ацалял апанаванага злым духом, там свиньи у мора кидались, и было так все демонстративно, и все так было яскраво. А у сегодняшнем Евангелии Христос просто приходит у свой город и ацаляе человека. Человека парализованного, человека, який был вельми хворый, який не мог рухаться, який не мог ходить, який не мог ничего робить, який был просто обузою для своих ближних. И Христос дає ему здоровье, вертає ему здоровье. Але адмітність сьогоднішнього ацалення, на яку, я думаю, кожен з вас звернув увагу, у тим, що Христос не просто каже йому «будь здоровий», не просто каже йому «встань і ходи», не просто каже йому «оцелися», але каже йому «даруються тобі грехи твої». І для нас, християнов, гэтая фраза, яна якби не мае асабліва такого якби моцнай такой вымовы, якая яна мела у часы Ісуса Христа. Бо мы, христиане, призвычаіліся до того, что есть споведь, мы приходим до некого человека, який называется святар, и гэты человек нам говорит: даруюцца табе грахи твои. Але калі дакладней гаварыць, он не так гаворыць. Он гаворыць: «І я, недостойный святар, уладаю мне данную, прабачаю табе грахи твои у імя Отца і Сына і Святого Духа». І гэта важная заўвага, тому что святар насуперак гэтым нашим перакананням, насуперак нашай такой як бы звычайным нашаму прызвычаенню, ён не ад сябе прабачае гэтыя грахі, ён не кажа, што я прабачаю табе грахі, ён кажа, што Бог табе прабачае, а я прабачаю тую ўладу, якую мне Бог даў. І вось але мы да гэтага прызвычаіліся, таму калі Христос кажа у Евангелии, што я прабачаюцца грахі табе, чалавек, то для нас гэта нічога дзіўнага. Але ў старажытныя часы, у часы Ісуса Христа, люди вельмі добра усведомлялі, што значыць гэтая фраза, што значыць грэх. Грэх – гэта парушэнне Божага приказання. Грэх – гэта не образа Ісуса Христа, гэта не образа чалавека, не образа пэўнай асобы. Грэх – гэта образа Бога. А кожную образу можа дараваць крыўду, абразу, нейкія дзеянні супраць кагосьці можа дараваць толькі той, каго абразілі. Грэх можа дараваць толькі Бог, бо грахом мы абражаем Бога. Так, ёсць нейкая пэўная крыўда, якую мы робім пры гэтым чалавеку, але ў першую чаргу грэх датычыць Бога. І калі мы гаворым, што Христос прабачае грахі, то мы тым самым таксама гаворым, што Ён Бог, што Ён не проста нейкая пэўная асоба, што Ён той усімагутны, той творца сусвету, про якого мы читаем у Святым Писанні, што Ён асоба Святой Троицы, асоба Бога, триадзінага Бога, про гэта мы добра ведаем. Але вернемся до даравання грахоў. У сённяшнім Евангелии вельмі бачыце яскравае гэтае дараванне грахоў, прабачэнне грахоў, якое робіць Христос, і оно звязанае з ацаленнем таго чалавека, якого прынеслі до Христа. Христос скажа: прабачаюцца табе грахи твои, и человек устае и начинает ходить, становится здоровым. И бачыце, вось для нас вось гэтае прабачэнне грахоў часто мае нейкую такую фармальную моц, часто мае просто нейкую такую, нават моцы не мае. Прыйшлі да святара, нешта сказали, як мне распавядалі калісьці людзі такія, якія удзівіліся з гэтага факту, як бы там былі абураныя, што хтосьці кагосьці там з іх знаёмых навучаў: ты пайдзі да споведзі, скажы яму там нейкую святару, нейкіх там пару слоў, пару грахоў сваіх, і он табе дасць там нейкую пакуту, і ты пойдзеш сабе.
І часто мы, конечно, можем не свядома, але гэтая наша споведь, яна ў гэтым-то і заключаецца, што мы прыходзім, гаворым Богу пару грахоў, святар нешта там таксама нам гаворыць нейкую малітву, і мы ідзем. І мы не бачым усёй той моцы, якую дае нам дараванне грахоў, якое мы атрымліваем у споведзі. Не бачым таго, што адбываецца з намі на самой справе. Ці павінна адбыцца з намі на самой справе. Бо бачыце, у сённяшнім Евангеліі, я яшчэ раз паўтару, чалавек паралізаваны, устае, пачынае хадзіць. Колькі разоў у жыцці мы бываем паралізаванымі, не фізічна, духова, псіхалагічна, не ведаю, можа быць і фізічна паралізаванымі, але не ў тым сэнсе, што нам там пазваночнік зламаўся, і мы не можам рукой і ногой зварухнуць. Не можам неяк так, але ляжым і не ведаем, што рабіць нам. Ну не можам падняцца, не можам неяк там рухацца. А я уже не кажу про психологию нашу, ці про духовость нашу. Духовно не можем рухаться наперед. Духовно не можем неяк там развиваться. Психологично не можем развиваться, потому что мы зациклились на неких своих психологичных проблемах. Что робить? У першую чергу позбавиться от своих грехов. Я не кажу, что это будет панацея от всех наших бедов. Что ось мы пошли до споведи, посповедались и отцалились. Нет. Але у першую чергу, я думаю, трэба ацаліць наши адносіны з Богом. Бо Бог – гэта крыніца жыцця. Калі мы амаль мёртвыя, ці калі мы мёртвыя, то трэба до жыцця ісці. Калі наш телефон разражаецца, мы яго хутка тыкаем у гэты провод, каб ён зараджаўся. Давайте не будем заражать наши телефоны. Давайте будем просто их там трымаць, ось так вот, як яны ёсць, і спрабаваць па них звоніць. Спробовать там користаться интернетом, спробовать там, не ведаю, робить фотоздымки. И будем здивляться, чему у нас не отрывливается это, чему я там 80 раз натиснул на кнопку, а фоток нема ніяких. Ну, я не заражал телефон уже 2 тижні, але это ж не причина. Так само и с нашим духовным жыццём. Калі мы яго не зараджаем, калі мы з Богом не контактуем, калі мы не перарываем, не бурым гэтую сцяну наших грахоў, якая ёсць паміж намі і Богом, то ў нашым жыцці, я сумнеюся, што штосьці будзе сур'ёзнае і істотна мяняцца. Зноў жа, наше такое стаўленне да споведь, это не просто там панацея ад усіх бедаў, не. Павінна быць наше, конечно, шчырае жаданне прымірыцца з Богом і з ближнім. Тое, пра што нам гаворыць катэхізіс. Пераламаць у сабе гэтае наше нежаданне спавядацца, гэтае наше нежаданне прасіць прабачэння. Мы павінны сабе шчыра усвядоміць, што мы Бога крыўдзім. Што грэх – гэта не просто нейкая такая, не ведаю, там, парушэнне правілаў дарожнага руху там, дзе гэта нікому не пагражае. Так, можна праехаць зараз на гэтую закрытую вуліцу і праехаць па ёй, таму што тут няма рабочых, тут няма нічога, можа быць, у яму нейкую пападзем, але гэта ўжо наша праблема. Вось, але гэта нікому не парушае. З Богом па-іншаму, з грахом па-іншаму. Бог – гэта асоба. Калі мы грашым, мы гэтую асобу крыўдзім. Асоба Бог і асоба мы. Калі нас крыўдзяць, нам крыўдна. Калі нас крыўдзяць, нам балюча. І калі нас крыўдзяць, мы чакаем, што той, хто нас пакрыўдзіў, папросіць у нас прабачэння. Мы чакаем, што гэты чалавек неяк усвядоміць сваю памылку. Мы чакаем, што гэты чалавек неяк выправіцца. Мы не чакаем, што гэты чалавек выправіцца ось цалкам. Нам не трэба, як часамі на споведзі людзі скардзяцца, што я паўтараю тыя самыя грахі, і я, таму я, можа, і не спавядаюся, што паўтараю тыя самыя грахі, чакаю, пакуль я ад гэтых грахоў выпраўлюся. Дарагія маі, калі мы скажам нейкае крыўднае слово аднаму з нашых бліжніх, ці наадварот, калі нам скажуць крыўднае слово, мы не хочам чакаць, пакуль гэты чалавек цалкам выправіцца і ніколі нікому не будзе крыўднае слово казаць. Не, мы чакаем, што гэты чалавек прыйдзе і за гэтае крыўднае слово, якое ён сказаў, папросіць у нас прабачэння. Нам не трэба ягонага касмічнага выпраўлення, ягонага выпраўлення на ўсё жыццё, а трэба за гэтае канкрэтнае слово, каб ён папрасіў прабачэння. Тое самае і з Богом, дарагія браты і сёстры. За той канкрэтны ўчынак, за тое канкрэтнае слово, якое мы сказалі, нам варта пайсці і папрасіць у Бога прабачэння. Бо гэтым словом мы яго пакрыўдзілі, гэтым мы яго абразілі.
На жаль, у нас, у людей, есть такая дрэнная звычка, якую мы на духовное жыццё наше пераносім. Ад гэтай звычкі трэба пазбаўляцца, з гэтым трэба змагацца. Калі мы кагосьці пакрыўдзім, мы не ідзем прасіць прабачэння. Мы чакаем, пакуль усё рассасецца. Пройдзе час, гэты чалавек забудзе, астыне, ён як бы неяк супакоіцца, ну і можна будзе без гэтага прабачэння працягваць нашы адносіны. Ну так, мы с Богом так само так часто затягиваем, так само робим так, что ось, ну так, я зробив грех, ну, але я почакаю, еще почакаю, а потом, може, ну, схожу, може, на споїць, а може, не схожу, може, і так, призвичаюся, і буду так жити. Ну, можна так жити, можна, але кривда застається. Уявіть собі, коли б вас покривдили так. Ну, почакали б, ну так, ви б забилися, а може, і не забилися б, може, ця кривда ще застанеться десь у серці. Мы еще тому у Бога не просим пробачения, что Бог для нас некая абстрактная особа. Ну, это некий там дух, який там десь у сусвете. Мы не можем его, ну, можно его просить пробачения, ну, это, ну, якби там, ну, не ведаю, некая там сила, якая там есть. Ну, сила не крыльдится, силе не болеть. Болеть, дорогие браты и сестры, потому что Бог это не только сила, это не только Творца, это не только и всемогутный Дух. Это так само Христос, який помер за нас на крыши. И мы тут у каплицы с вами на кожной литургии бачим, чего каштовали наши грехи. Мы бачим гэты крыш, які ў цэнтры нашай капліцы, які галоўная ікона нашай парафіі, галоўная, можна так сказаць, на што скіраваныя нашыя вочы падчас літургіі. Гэта наши грахі гэта зрабілі. Гэта не зрабілі там гэтыя жаўнеры, не зрабілі там, не ведаю, нейкія там улады, не зрабілі фарысеі, не зрабілі садукеі, не зрабілі габрэі. Нет, это наши грахи это зрабілі и робяць. Самое страшное, что яны робяць гэта кожны раз зараз, вось, калі мы грашым и калі мы за гэта не просим прабачэння. За гэта, вось, дорогие браты и сестры, нам трэба ў яго просить прабачэння, не откладаючы споведь, не откладаючы наше покаяние, не откладаючы нашу змену. Хочем змяниться цалком, давайте починать от споведи, а не заканчивать споведью. Не приходить до споведи тогда, когда мы уже такие будем все хорошие, когда мы будем добрые, придем, скажем, ну так, я колись грошил, але зараз я таки добрый. Так не отрымается, дорогие браты и сестры. Альбо отрымается, але это будет еще один грех, еще одна крыўда. Коли вас покрыўдили, а потом откладали пробачение, попросить пробачения, то для вас это была бы другая крыўда уже. Так само и для Бога. Тому, дорогие браты и сестры, сегодняшнее Евангелие – это Евангелие, якое говорит про цудоўную моц прабачэння грахоў, якая вернула человеку здоровье. Давайте мы будем так само про это памятать, и как вернуть свое духовное здоровье, как рухаться нам наперед. Может быть, позбавиться от наших физичных хвороб, может позбавиться от наших психологичных комплексов, але в первую чергу позбавиться от нашей духовной хворобы, от граху, как духовно рухаться наперед, как быть ближе до Бога. Так само, как Бога не крыўдзіць, как Бога попросить пробачения за все то, что мы Ему зрабили, и как не трывать в этой крыўдзе, якую мы Богу зрабили, але вернуться до нормального нашего духовного стану. Вернуться, ведаете, який это цудоўны стан, калі ты с кімсьці пакрыўдзіўся, а потом попросил его пробачения, ці он попросил тебе пробачения. Хочете такое пережить? Калі ласка, мы можем это пережить, попросивши пробачения у Бога у святой споведи. Аминь. Скажем все разом от усей души, от усей духи нашей, скажем: Господи, смилуйся! Господи, всемогутный Боже, и Царю наших, молимся Тебе, почуй нас и смилуйся. Господи, смилуйся! Смилуйся над нами, Боже, по воде Твоей великой милосердности, молимся Тебе, почуй нас и смилуйся. Господи, смилуйся! Господи, смилуйся! Господи, смилуйся! Еще молимся за святого Отца нашего, сусветного бископа Франтишка, папу римского, достойного архипастора нашего, кардинала Леонарда, веревного Отца нашего, архимандрита Сергея, и всех у Христе, братов наших. Господи, смилуйся! Господи, смилуйся! Господи, смилуйся! Еще молимся за Богом, стяраженную Украину нашу, Белоруссию, роднорежной влады, весь белорусский народ, за
верой, мужностью, выпробованиях и верность своему народу всех нас. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Еще молимся за братов наших, святород и яконов, монахов, всех братов и сестров наших у Христе. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Еще молимся за годных памяти основальников этой святой церкви, за всех ранее дышавших отцов, братов наших, які тут и на кожному іншому місці спочивають. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Еще молимся за слугов Божих, святора Андрея, Катерину, Таису, Пилиппа, Валентину, Арсения, Татьяну, Александра, Миланию, Галину, Нину, Наталью, Светлану, Киру, Андрея, Александра, Людмилу, Александра, Ивана, Макара, Максима, Марию, Юлию, Катерину, Ирину, Галину, Геннадия, Ивана, Светлану, Марию. Как добрый и милосердный Бог наведал их и даровал им спокойное житье, здоровье, поспех у кожной доброй справе, как отпустил все их непровины вольные, межвольные. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Еще молимся за доброчинцев этой святой церкви, за тех, что приносят дары, працують и спевають, и за всех тут присутных людей, які чекають от Тебе багаття Твоего змилования. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Мудрость, как мы, будучи заусюди подоповой Твоей могутной владыка, без славу отдавали Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь заусюди и на веки веков. Аминь. Мы что дай спонса. Мы что Франтишка Попуринского, достойного архипастора нашего кардинала Леонарда, великого отца нашего архимандрита Сергея, почестных святород диаконов Христе, Богом стяженную Украину, нашу Белоруссию, весь белорусский народ, за основальников доброчинцев в этой святой церкви,
вас и у всех правоверных христианов, хай вспомните Господь Богу своим володарстве на все часы теперь и заусёды и на веки веков. Аминь. Как на крыльях чудо нараси, яко Святого
страхом уважливость святое верование в мире приносить. Ласка Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и супольность Святого Духа, хай будут с усими вами. Сердце наше, мы взяли на Господа. Подякуем Господу. Угодно и справедливость поклоняться лицу припеваючи и кажучи: святый, 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 Господь, Господь сил, небо и земля полные хвалы Твоей, хвалы, хвалы, хвалы. Это тело мое, что за вас ломится, для отпущения грехов. И те з'явився, это кровь моя нового заповету, что за вас и за многих проливается для отпущения грехов. Приносим Тебе Твои от Твоих, деля всех и за всё. Всякшественную, благословенную, славную владарку нашу Богородицу и заусюды Деву Марию. Достойную и правды называть счастливою Тебе, Богородицу, вечно благословенную, беззаботную Мать Бога нашего, Божьую пошаны за Херувимов, и бесправно не больше славную за Серафимов, что захоловши девоство родила Богослова, Ясную Богородицу Тебе мы величаем. Нас, отпершу, вспомни, Господи, святого Отца нашего, сусвет
Преподобного бискупа Франтишка Папу Римского, достойного архипастора нашего, кардинала Леонарда, великого отца нашего архимандрита Сергея, заховай их для святых Твоих церковь, упокой целости, доброй славе, здоровья и долголетия, как яны могли верно научать на словом Твоей правды. Тарису, Филиппа, Валентину, Арсению, Татьяну, Александра, Миланию, Галину, Нину, Наталью, Светлану, Киру, Андрея, Александра, Людмилу, Александра, Ивана, Макара, Максима, Марию, Юлию, Катерину, Ирину, Галину, Геннадия, Ивана, Светлану, Марию. И дай нам одними устными, одним сердцем славить и хвалять Твое почестное и величное имя Отца и Сына и Святого Духа Теперь за усюды и на веки веков. И будь милости велика Бога избавца нашего Иисуса Христа за всеми вами. Вспомнивши всех святых яще в упокое Господу помолимся. За принесенные, освяченные, почестные дары Господу помолимся. Как человеколюбный Бог наш, принявший их на свой святый небесный духовный отвярник, как мясную духовность духовную, послал ему замен свою Божскую ласку и дар Святого Духа помолимся. Господи, смилуйся. Обновывается до всякого гневу, суммы недостатку, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, сбавы, стяжи нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Дабы весь этот день был досконалый, святый, мирный, безгрешный, у Господа проси. Дай нам, Господи. Ангела спокою верного наставника, опекуна души тела у наших, у Господа проси. Дай нам, Господи. Пробачение, отпущение грехов и провинов наших, у Господа проси. Дай нам, Господи. Пусть во что доброе и корыстное для душ наших, и супокою для света, у Господа проси. Дай нам, Господи. Как дальнейший тяг життя нашего, у супокою и покаяние провести, у Господа проси. Дай нам, Господи. Христианского конца життя нашего безбольного, бездокорного, спокойного и доброго отказу на страшном суде Христовым проси. Дай нам, Господи. Попросивши единства веры и супольности Духа Святого, сами себе один одного и все життя наше Христу Богу отдай во. Достойную владару с полным довером без осуждения смеет вертаться до Тебя Бога Небесного, и Отца и казать. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди благодатью Твою. Будь воля Твоя, как у неба, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам грехи наши, и как и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокойствие, а не избавь нас от зла. Бог Твой, владарство и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, теперь и за усюды, и на веки веков. Аминь. Мир Руси. Головы ваши Господу скелите. Церковь владару принесен туда и всем поровну, раздай кожному поводе потребу, сподорожным поборы, земли поветра, здоровья хворых, лекарь души телу.
Ласкою, милосердностью, человеколюбством одинородного Сына Твоего, за этим благословенный Ты, Твой Всесвятый, добрый, животворчий, Дух Теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Будьмо уважливі, святі речі для святих. Один святий, один Господь, Ісус Христос, на славу Бога Отця. Амінь. Хвалите Господа з небеса, хвалите Його на вишинях. Алілуя, алілуя, алілуя. Ой, щас благословлять буду Господа, хвала Його завжди на устах моїх. Господа буде хвалиться душа моя, хай почують покорные и возрадуются. Славьте Господа со мною, будем разом возвеличивать Его. Я шукал Господа, и Он почул меня, и отнял от меня всю душу мою. Гляньте на Его и возрадуйтесь, хай обличия ваши не будут посоромленные. Воцелуй и вскрикнул, и Господь почул его, и радость их нагласил выгодил его. Ангел Господний стоит быть самуром оборонный, вокруг тех, что боятся Его и выбавляет их. Покаждуйте и уважите, як добрый Господь. Счастливый той, кто до Его прибегает. Веру, Господи, и вызнаю. Что Ты соправды Христос, Сын Бога Живого, что пришел на свет збавить грешников, серед яких я самый перший. Веру так само, что это соправды Твое святое тело и почестная кровь. Молюсь о Тебе, жалься надо мною, и даруй мне мои провины вольные и безвольные, які я зробила словом и учинком, святому и несвятому. И дай мне без осуджения принять свои святые тайны для отпущения грехов и життя вічного. Зроби меня сегодня, Сыне Божий, удельником Твоей тайной вечери. Я не здравжу ворогом Твоим тайным и не дам поцелунку, як Юда, але як разбойник вызнаю Тебе. Успомни меня, Господи, у Твоим благодарстве. Нехай приняйте святых Твоих тайну, будет мне не на суд и осуджение, але для оздоровления души и тела. Со страхом Божьим, верою, любовью подходите. Благословенный той, кто приходит во имя Господня. Господь Бог и Он явился нам. Тело Христово.
готовишься к послужению шествия и очистить грехи. Звал Боже людей Твоих и благослови на быдах Твой. Предложи правдивое славу, приняли Духа Небесного, значили веру правдивую, поклоняемся нераздельной Троице, моя теперь завсёды и на веки веков. Аминь. Хай наши устны будут полны хвалы Твоей, Господи, как нам лет славу Твою. Вот Ты зробил нас достойными быть удельниками святых Твоих Божьих несмиренных и животворчих тайн. Заховай нас у Твоей святости, как нам весь день научаться Твоей справедливости. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Устаньте, отрывавши боские, святые, всячистые, несмиротные, животворчие, страшные Христовые тайны, достойно подякуем Господу. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, збавись, стерожи нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Просивши, как гэта весь день был досконалый, святый, мирный, безгрешный, сами себе один одного и все житье наше Христу Богу отдаймо. Свячение нашей Тебе славу даем Отцу и Сыну и Святому Духу теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Пойдем с миром. Имя Господня. Господу помолимся. Господи, смилуйся. Господи, яки благословляешь Ты, что благословляют Тебе, и свечаешь Ты, что складают на Тебе надею. Збав людей Твоих и благослови на быток Твой, заховай целость и церкву Твою, святи Ты, что любишь красу дому Твоего. Ты их услал Твою Божскую силой, не покинь нас всякие, сподеемся на Тебе, даруй спокою всему свету, церквам Твоим, нашему белорусскому народу, належным ладом нашим, всем людям Твоим. Бог всякое доброе дарыни, дар досконалый, заходит сбирает Тебе Отца светла. Ему Тебе славу, подякуй, поклонение отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу теперь завсёды и на веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, смилуйся. Всемогутный, спрадвечный Боже, Ты не хочешь смерти грешника, или хочешь, каб он навернулся и жил. Ты послал для нашего избавления единородного Сына Твоего, яки нам наказал. Шукайте и знойдите, грукайте и отчиняйте вам. Да Тебе преподаем с крушливым сердцем и со слезьми молим Тебе. Не суди нас, але милостиво отверни от нас праведных гнев Твой. И отдали небеспечную хворобу, что в этот час наведала род людский. Змилуйся над нами, Господи, покажи нам свою милосердность, избав людей Твоих. Нехай живут здоровые по воле Твоих приказаний и прославляют имя Святое Твоего. Заховай избав от хворобы все города вёски и местины нашей краины. Змилуйся и наведай Ты, кто терпит от этой немочи. Подымни их с ложа хворобы и дай им здоровые души и тела. Душишь Ты пеки от этой немочи управой веры и надежды. Не ужасу почили, упокойся святыми Твоими там. Денем они гора ни сумму, ни смутку, а лежит все бесконцее. Молитвами Наисвятой Богородицы за всюду Девы Марии, заступництвом святых бестелесных силов и анgelов-оховников, лаской человеколюбством единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, и полнорежуть уся пошана и хвала.
С беспощадным Отцом, Всесвятым, добрым и животворчим Духом, теперь завсёды и на веки веков. Аминь. Хай будет имя Господне благословенное теперь и до веку. Хай будет имя Господне благословенное теперь и до веку. Хай будет имя Господне Благословение Господне, хай будет на вас ласка Его и человеколюбством на все часы теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе, Боже, надея наша, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Повече благослови. Христос, правдивый Бог наш, який воскрес из мертвых, молитвами всячистая Своя Мати, святых, славных и водных похвалы апостолов, меж святыми Отца нашего Яна Златоустного, арцебископа Константинопольского, святых, славных и ровных апостолов, наставников славянских Кирилла и Метода, меж святыми Отца нашего Кирилла, епископа Туровского, святой Мати нашей Евпросини, Полоцкая, светница Беларуси, и всех святых заступников белорусского народу, святых и праведных Бога и Цойки моих Анны, и всех святых, ай смилуется над нами избавить нас, Бог добрый и человеколюбец. Аминь. Под Твою милосердность прибегаем, Богородица, Дева, молись
Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже. Господи Иисусе Христе, Боже наш, хай Твое святое тело буде мне на життя вечное, и Твоя почесная кров на отпущение грехов. Хай гэтая вось подяка буде мне на радость, здоровье и потеху, а в день страшного Твоего другого прийстя зраби меня грешного годным стать праворуч славы Твоей, молитвами вся чистая Твоя Матерь и всех святых. Аминь. Аминь. Дорогие братья и сестры, присядьте ласка хвилинку, послухайте парафіяльні обвестки. Что датычыць набажэнства на гэты тыдні, то літургія ў буднія дні будзе з панядзелка па чацвер о 18 гадзіне, у нядзелю будзе о 10 гадзіне, як звычайна. З тым, што ў нядзелю мяне ўжо не будзе, і будзе служыць отец Міцер Чарнель, ён будзе служыць бліжэйшыя 3 нядзелі, гэта значыць 19, 25 і 2, 26 і 2, так, стається там як жнівня, і 6 жнівня на свято перамянення я так само розмовляв з ім, ён служить о 18 гадзіне літургію. Папярэднія яшчэ будуць абвесткі пра гэта. Што я хацеў нагадаць, тое, што я пісаў у Фейсбуку і у Вайберы, і таксама хацеў яшчэ раз нагадаць, што ў гэтыя дні хорошо было бы, каб была трансляцыя таксама. Вось. Тому, дорогие браты и сестры, и как бы это не складать на одного человека, что, может быть, кто-то там вызначился бы за одним днем, кто-то с другим, кто-то с третьим, как было некое такое чаргование, и как бы видео эту нашу онлайн-трансляцию можно было вести у всех эти дни, как служба была так само для тех, кто не может идти, еще там находится на самоизоляции, на карантине, и как бы они могли так само молиться литургию. Щиро дякую всем, кто пришел сегодня на литургию, гляжу, что уже потрошки мы выходим з гэтага вось такого крызіснага часу, і што патрошки так уже вяртаемся ў царкву, гэта добра, што маючы такую магчымасць мы прыходзім, молімся тут разам, добра маліцца онлайн, але гэта мера часовая, такая як бы экстрэмальная, а нормальна гэта быць на літургіі, маліцца, прымаць прычасце. Што датычыць таксама прычасця, то я яшчэ каго жадаючых усіх паспавядаю сёння, прычасце засталося, таксама прычашчу, хто яшчэ не змог падчас літургіі прычасціцца, то можна будзе гэта зрабіць пасля літургіі, пасля споведзі. Что я еще хотел сказать, что, коли ласка, в эти 4 дни, с понедельника до четверга, коли есть какие питания до меня, то давайте это все вырашим, а коли будут питания на протягу моей отсутности в эти ближайшие 3 дни, то, коли ласка, так само звоните, я не супротив того, как вы меня турбовали, коли есть такая потреба, есть питания, то, коли ласка, за межу я не выеду, потому что межи зачиненные, то звоните. Что я еще хотел сказать? Асабліва заахвочваю, магчыма, тых, хто знаходзіцца ў самаізаляцыі, вось у гэтыя 4 дні, можа быць, дамовіцца, і калі тут у буднія дні не шмат народу, а зусім мала народу, так скажам, прыйсці, паспавядацца, каб таксама не адкладаць гэта на непэўны час і прыступіць да святой споведзі, да прычасця, тым больш, што вось ужо колькі месяцаў цягнецца гэтая наша такая непэўная сітуацыя, каб неяк так з Божай дапамогай выходзіць з гэтай непэўнай сітуацыі. Вось. Бадай, што ўсё, што я хацеў сказаць, ёсць, можа, якія пытанні, дадаткі, дапаўненні.